Глава Башкортостана Ради Хабиров в очередной рабочей поездке по региону. На этот раз в Ишимбайском районе. Ишимбайский район находится в 160 километрах от Уфы и граничит с Гафурийским, Белорецким, Бурзианским, Мелюзовским, Стерлитамакским районами и с городами Салаватом и Стерлитамаком. Ради Хабиров был в Ишимбайском районе с рабочей поездкой год назад и дал ряд поручений. Первый объект в этой своего рода контрольной поездке – микрорайон Юрматы. Что, мы встречались год назад. Да. Приехал посмотреть. Ну, во-первых, это нас что-то волнует вопрос. Не забирайте, пожалуйста, нашего нового главу. А? Так хорошо работает человек. Хотя оставьте его. Пускай продолжает в том же духе. Нет, да, нет. Город реально преображаться стал. Вот и улицы, и дороги хорошо сделаны. Выезд вот с Ишимбая прям вообще сказка. Вот. 23 года стаж у меня водительский, я даже не помню, что там делали. Вот. По прошлому году то что-то договаривались, мы же сделали, да? Да, сделали, да, спасибо вам. И дальше будем разбираться. Асфальт пока все равно рано класть, все равно стройка идет. Ради Фаридович, положили. В прошлом году после вашего приезда 13 декабря, 17 меня вызвали в администрацию, написала заявление, вот оно у меня есть. Мне ответ дали, в этом году, вот как просила, даже сделали больше. Сделали теперь тротуары до школы, вокруг школы, то есть дети, люди с поселка, мы можем прям в город выйти чистыми. Да. Все, довольно спасибо. Спасибо большое вам. Ну, город человеческое от имени жителей. Спасибо вам, что помните. Не забывайте. Развивайте. Да, в нас экономически еще дух. Ну, если мы еще вот до конца Нового года получим постановление правительства России, что особая экономическая зона здесь будет, еще лучше будет. Ну, Ишимбай второе дыхание получит. Ишимбай, Салават, Стерлитамак, она у нас все-таки все три района захватывает. Людей тоже как надо. Конечно, если будут работать. Но задача же такая, что все-таки давайте, чтобы рост зарплат шел, реально доходы шли. Ну, для этого. Это-то сделаем, асфальт сделаем, газ дадим, все сделаем, но надо, чтобы еще зарплата была в кармане. Ну, понятно, да. Ишимбаю грех жаловаться. Да. Спасибо вам. Сейчас давайте думать на следующий год. Вот что на следующий год. Но на следующий год, как мы понимаем, если в этом году зона открывается, то на следующий год появится предприятие, и налоговая база у тебя будет улучшаться. Будет работа. Сюда я приведу крупного какого-то инвестора. Пока вот этот год, вот столько инвесторов мы завели в разные районы, но до Ишимбая не дошли. Ну ладно, Ишимбай мы в этом году промышленно. Вы направляете, да, приходит. У нас 5 проектов подобных. Не забираем, пусть работает. Немножко поработаем. Да. Спасибо вам большое. Спасибо нашей действующей Спасибо. Потому что здесь вот года 4-5 надо очень плотно поработать, тогда Ишимбай другой вид. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Поручили, выполнили, проконтролировали. Ну, вот такие районы, вот знаете, видите, молодежи много, они строятся. Поэтому в прошлом году, когда я приезжал, много вопросов было, и обстановка другая была совершенно. Поэтому и газ, и дороги. Ну, типичный довольно набор просьб, которые существуют. Но вот сегодня уже здесь движение есть, у людей другое настроение. И другое настроение у вас тоже? Конечно. Производство электрических ламп и осветительного оборудования – следующий объект рабочей поездки Ради Хабирова по Ишимбайскому району. Здесь реализуют инвестпроект и создают достойную конкуренцию импортной продукции. Ради Фаридович, вот, значит, вот наше производство, значит, это у нас все по этажам. Это вот все корейские технологии. Вот, вот чуть-чуть верните сюда. Вот это все, видите, это все литье. Это литьевые корпуса. Это мы сейчас берем в Сеуле, в округе Инчон, в особой экономической зоне. То есть качество, и мы даем 5 лет гарантии. Собрали здесь все технологии и вот внедрили вот все, вот сюда. А вот вы со временем что, вот литье будете здесь делать, да? Да, в особой экономической зоне. Без особой экономической зоны мы не сможем конкурировать. Здесь вот сборка так осуществляется. Да. И вот по этажам у нас сборка. Конечно, в особой экономической зоне это будут другие технологии, это будет все компьютеризировано, особенно линии по изготовлению лития, это будет все компьютеризировано.
А в Ишимбае хотя бы установили? Конечно, мы установили свыше 1000 светильников, покупаем только свои ишимбайские. Если бы не Ишимбай, вот мы не раз встречались с Латваритичем, конечно, Ишимбай нам помог. Вот так. Вот он, да? Да, вот он. Что хорошо? Угол наклона, разный угол наклона. Да. Перегорело что-то, не надо снимать, не надо ничего делать. Вышка встала, электрики, то есть поменяли блок. Вот просто даже снизу. Вот да, Как замена лампы. но открыли на месте. Конечно, зимой будет трудновато, а летом, конечно, это не проблема. Но они не перегорают. У нас уже 10 лет работает. Ренат Рашидович, улица машиностроителя, осветил за свой счет. Да, это 10 лет тому назад. Они работают. Вот 4-модульные, 3-модульные, 2-модульные. Вот парковые. Такой установил? Да. Вот Парковый мозаик. литье, это алюминий. Уфа Горсвет отправили, получили положительное заключение. На все светильники На все отправляли. светильники, да. В Салават, Стерлитамак тоже отправляли. Сейчас с коллегами, с партнерами работаем. Сколько вложили уже? Мы сейчас вложили сюда где-то только оборудование, комплектующие, так сказать, это порядка 1,5, ну, где-то $1 700 000. Не считая уже ни ремонта, ни так далее. Это мы, а так мы готовы, то есть, вкладываться и дальше развиваться. Но пока вот самое главное, что вот в отношении вас нам надо наладить взаимодействие, чтобы мы вашу продукцию брали. Сергеевич, мы очень рады, что вы приехали к нам, посетили. Спасибо, Мы... я с удовольствием, спасибо. Рафич, Да? нужны Башкортостану такие предприятия? Ну, конечно. Нужны вот такие энергичные люди, такие предприятия. Они же создают производство, они дают рабочие места. Но предприятия уже, видите, мы очень надеемся, что заработает у нас со следующего года особая экономическая зона, тогда уже еще легче будет. Вообще это даст второе дыхание для Ишимбая, Стерлитамака и, соответственно, Стерлитамакского района. Это особые условия для ведения бизнеса? Особые условия для ведения бизнеса. Там большой пакет услуг, большой пакет изъятия из налогового законодательства, так что... Очень много преференций. Да, очень много Мы преференций, знакомы по особо экономическим зонам, поэтому... То есть, тем более вы работали, опыт Да, такой есть. да. А потом, знаете, вот вы здесь окрепнете, еще к нам кого-то притащите. Есть уже люди, которые готовы, компании, даже корейские. Ну, все, Мы рады. Да, мы тогда встречаемся через 2 недели у меня, ладно? Хорошо. Тогда уже примем предметное решение. Спасибо, вам удачи. Спасибо большое. Спасибо. Ради Хабиров едет дальше, в Дом культуры Яндос, в поселке Старый Ишимбай. Здесь в рамках программы поддержки местных инициатив запланирован ремонт здания. Часть работ уже выполнили. Сколько лет ты здесь уже живете? Ну, я с 98-го. Я живу с 90-го. Я с 57-го года. 90-го Уже года 63 года, 62 я на здесь живу. заводе. Я когда на СТМ. СТМ работал, сюда Я вот во на вторую СТМ смену, работала тоже. да, сюда. Я тоже работала Меня в гоняли в блокаде. магазин, где-то здесь был. Да, магазин был. есть. Оно и есть. так и есть. Так и Ради есть. магазин. Дороги ужасные. ФАП заработал? Райферс, можно Да. я скажу, А. Я тоже старейшина Старого Ишимбая тут вот. До этого, вот, как вам сказать, 4 года ходил по пороге администрации, никак не могли вот ни тут не отремонтировать, ни ФАП, ни школу, ничего. А вот пришла, когда вот ваша команда, вот все, буквально все изменилось. В ФАПе главное, вот там фельдшер сидит, да? то Да-да-да, есть, все, то да, есть есть, можно да. пройти там. Да. хорошо. И даже детского врача поставили туда, будет. Спасибо. Главное, там Дети-то крышу есть, сделали все. Дети-то есть здесь, нет? Есть, Есть, 120 человек. да, есть. 120 И человек, да. садик, и ясли там тоже есть, и учатся. И очень да. много многодетных семей у нас тут. Много, да. По поводу дорог. У нас дорог И вообще нет дороги, на левом. и Ходить свет. Немножко же в этом невозможно. году поделали вам Ничего дорогу? нам не делали. Администрация делает дорогу. Начали делать уже, да. Значит, А здесь на самом левом вообще у нас, смотрите, какие. Да, вот у нас вообще ужасно. Хотя бы на нашу эту туда вон лампочку. 3 миллиона, которые мы в этом году сэкономили, они также будут направлены в том числе и на данный населенный пункт. Давайте мое поручение, там, Хорошо. если что, добавим, чтобы на отсыпку там. Да, ставить дороги помимо того, обязательно. что есть. Ладно? Хорошо.
И вот, я так понимаю, вам нужно вот это вот. Да. У нас художественная самодеятельность, девочка у нас. Вот сейчас увидите сами. Ну, давайте. Давай, да. Пляж, А здесь есть штаб какой-то? Это от Дома культуры или кто? Кто здесь вот у тебя? Методисты какие-то? Методисты есть, да. Сотрудники городского дворца культуры. Да. Они не командированы, постоянно место работы здесь. Значит, это заброшенное стояло? Заброшенное стояло, пустовало. Вот это все, это понятно надо. Дискотека бывает, молодежь. Олег, это первый этап. Мы на следующий год также продолжим. Подходи. Давай, комментарий. Башкорт халкының илаһы буенча Ишембаевның кабары төшкән икмәгенә, баллы татлы бауырхагына рәхим итеп авыл итеген. Рәхим итеген. Мы по контракту завершили недавно, внутрянку. Вторым этапом фасад. Фасад, вот здесь библиотека была. Кстати, мы там тоже косметический ремонт сделали, стены подняли, по новому все полностью сняли. Электрику, отопление, новый газовый котел. Пока, конечно, эти скамейки не самые новые. Давай заменим скамейки. Давай пчелочка сделаем. Все, Рафаэль, сделаем. Все. Что еще мы, да? Не некорректно, да? Канализатор. Да. Канализация, самый главный вопрос. Воды нету у нас, да? Воду привезти. Пока в рамках ППМИ вот столько у нас денег было, пустили на эти цели задачи. Вторым этапом, как я уже говорил, фасад, да, мы и водоотведение поможем, да, деньгами. Вот инициатива началась, да, мы ее поддержим. Сделайте хороший фасад, красивый фасад сделайте, так. Сделайте нормальные скамейки, посадите. Что здесь еще? Там, понятно, водоотведение, да. Потому что вот туалет здесь есть вообще? Нет, на улице. Если можно, туалет, пожалуйста. Туалет обязательно сделать. Только на улице. Туалет надо делать все-таки здесь, если можно. От Дома культуры методист есть, да, какой-то? Я заведующая. Хотелось бы, вот, клуб, конечно, хорошо, да, вот школы, чтобы помогли, потому что там детский садик, люди с машинами возят в город деток маленьких, а хотя вечером они приходят здесь заниматься, мы бы могли здесь кружки открыть, как бы вот, чтобы было им удобнее, мы проводим детские праздники, но условия как бы не позволяли. Музей. Да, у нас музей, да. Мы сейчас договорились. Во-первых, мы выделим деньги на то, чтобы вам вот эти дороги внутрипоселковые здесь, дороги отсыпки хорошо сделать, да? Потому что грейдером, кстати, есть. Да, чистим, да, спасибо, помогли, да, получить. Отсыпку сделайте, дадим мы отсюда прям на фасад, на завершение работы. Водоотведение. Заверши, да, потому что раз в год, в конце года буду приезжать. Вот как я просто в конце прошлого года приезжал, там мы ряд вопросов договорились сделать. Вот я сейчас просто приеду. Вот я вам хочу сказать, вы не помните, я к вам подошла, как раз Саманта был, подошла, от нас, от всего благодарность. Конечно, мне, может, кому-то не понравилось, но спасибо. Благодаря вот этому сделали клуб и больницу открыли. Спасибо вам большое. Вы обещали, и даже полгода не прошло, вы все сделали, слава Богу. Спасибо. Уже к концу следующего года приедем, тогда что, давай на уже на готовый полностью с туалетом, с новыми скамейками, с штатными единицами, с фасадом хорошим, с благоустроенной территорией. Вот под это сделай, пожалуйста. Ну, вы знаете, мы еще там в Ишимбае же... Ишимбаю повезло, мы много работали, мы выиграли конкурс малых городов, и вот дворец перед ДК Кирова, значит, и близлежащей территории мы там сделаем очень красиво. Sizga zo'r etib rahmat. Aldağı turmuşumuzda da motor etib işlerge Xudoy nasip etsin. Можно сфотографировать, чтобы мы детям внукам показали. Такой хлеб, какой она печет, никто у нас здесь не печет. Мы вам вот в подарок, она сегодня испекла. И вот этот музей, это вот все ее работы. Она наша активная участница. Она... Вот порог надо, вот с порог будут все, ну посмотрим. Хорошо. Рафаэль, побольше бы таких объектов и таких визитов.
А вот эта территория здесь особо внимания не уделялось. И вот в этом году глава очень сюда так массово пришел. И ФАП, и вот здесь ремонт, и школа, и дороги. Мы сейчас, вот, когда вот такую инициативу мы видим, когда люди, и мы сразу сами будем помогать. Вот здесь так должна работа идти. Ну, в Ишимбае есть и проблемы, едем дальше? Едем дальше, да. Медицинский пункт в поселке Старый Ишимбай тоже недавно отремонтировали. Ради Хабиров идет туда. Сколько лет? Получается, 5 лет она не работала. Да, не работала. Здесь у нас 1200 населения проживает, 300 детей. 3,5 тысячи населения. Кто хозяин здесь? Фельдшер? Что там, прием уже идет у нас? Можно я скажу? Тоже, тут вот 4 года пустовало. Вот тоже опять вот, благодаря вот вашей администрации, нашей вернее, вот это вот наш больницу вот в таком состоянии вот сделали ремонт. Вот большое вам опять спасибо. Вот наш фельдшер, детский фельдшер. Детский. А тут вот мне расскажите, есть детский фельдшер, да? Да, есть, получается, детский фельдшер, есть взрослый фельдшер. На участке детей? 317. Здесь у нас функционирует процедурный кабинет и прививочный кабинет. Прием детского фельдшера и прием взрослого. Также здесь приглашается на диспансеризацию, проводит диспансеризацию, но анализ, забор анализов, все будет в поликлинике. А вот если нет трудоспособности, как закрываете вы, если человек заболел? Ну, и компьютерным образом. Компьютерным образом, да, что людей не гоняете, да? То есть фельдшер может это все выписать и все, да. У нас на всех это сделано. Да, мы одно время этого не было, мы этим занимались. И рецепты, и больничный рецепт, все у нас. А к узким специалистам, вот уже потом к лору, к окулисту, там, Запись через Промет. Это через Промет запись, да, осуществляется? Ну, попасть в городе можно, нет, к врачам? Попадаете? Когда? Попадает. Попадает. Ну, очень, конечно, подождем, они там все-таки там попадают. определенные есть, Да. Попадаете, да? Но здесь, конечно, желательно бы по доступным ценам, чтобы лекарства были, потому что очень много частные, и там... Да, может быть, здесь вот не думаю. Уже лекарства как были. Обычно Изначально хотели, но что-то потом... Желательно, конечно, да. Но я помогу, если надо чем-то помочь. Давайте, это было бы очень хорошо. Просто население это большое, хотя бы самый минимальный набор, который был, чтобы в город не мотаться. Получается, если вам продукты по ГОВН, лекарства покупать в город ехать? Да, обязательно. Ну, по принципу наших мы можем, да, здесь... Давайте, я говорю, мы поручение такое дадим министру здравоохранения. Неплохо же вроде как сделали. Все, даже очень рады, Ну, есть вот такой, наверное, приходят. Конечно. Ради тут туалет есть. Давление измерить можете, да, как-то вот. Артериальное давление, ЭКГ, глюкометр, спирометр. ЭКГ у вас хороший аппарат, да? ЭКГ вот закупили новый, только вот не дошел, да. Ждем поставки, да. У нас... Еще, простите, пожалуйста, такой вопрос. У нас сейчас нет уже большого автотранса, да, вот я хочу, пока не забыла. Вот, у нас билеты были по 15 рублей пенсионеров, а со вчерашнего дня 25 рублей. Единый социальный проездной билет, ТСС. ТСС, то, что вот отсутствует договор, подписанный договор между управлением, которое подведомственным является Государственным комитетом. Я вам обещаю, я прямо разберусь. Потому что такие цены, у нас пенсия такая, что... Я прямо сейчас позвоню. Да, не наездишься, один раз ездишь уже по карману. Сейчас, подождите, а вот у вас нет вот этого на буфе, как сделали? Нет, единый часовой тариф. Получается, можно пересаживаться, если в течение часа ездишь. У вас же Башавтранс, по городу Башавтранс ездит? Ездит, да? Ну, ездил раньше, да. И сейчас также ездит. Но по карману это хорошо бьют нас. Это так сильно, я просто не знаю. Да, вот со вчерашнего дня, вот мы когда поехали, и все в шоке, все жители, все говорят, как это так. И все хотели именно вот, врать не буду, вот все поддерживают вот то, что вот это хотят, хорошо, чтобы я прямо вам. сейчас начну разбираться. Вот здесь вот. Это детская, да? Да, детская. Ну, получается, скорая помощь и неотложная помощь обслуживается поликлиникой номер 1 уже Ишимбайским, да, здесь, сюда. У вас там скорая помощь, вообще как с машинами скорой помощи? Ну, пока вот новые машины, 9 машин, да, но обновлению как бы скоро будет уже требоваться уже, да. На следующем году тоже будет.
Рахмат. Спасибо, спасибо. До свидания, будьте здоровы. До свидания. Ради Фаритович, у нас точно необычная поездка. Обычно по проблемам, а тут одно спасибо, Дарахмет. Так, нет, проблемы тоже были. До свидания. Ну, это по вашим поручениям тоже выполнено. Ну, просто год назад я был, вот как раз мы смотрим сейчас, что исполнено. Пока вот все идет ровно. Двор номер 23 по улице Чкалова в Ишимбае попал в программу «Башкирские дворики», и там уже почти закончили благоустройство. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Ишимбайскому району отправляется в этот двор. Как дела? Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, здесь мягкая резина, землю подняли. Вообще в смете не было предусмотрено. Полностью подняли, выровняли по просьбе жителей. Поставили МАФ, резинка, вот все, что по перечню, все здесь сделали. Товарный вид, Ради Федорович, 3 дня там назад можно было увидеть. Да, сейчас здесь будет газон. Да, не спортивная площадка или спортивная? Есть спортивные площадки. Так. Вон она, где ворота стоят. Да. Вот там, где сейчас ограждение. Вон же. Да, вот эти уличные эти тренажеры. Мафы пока еще до конца. Футбольную площадку как коробкой не сделали. Не заложили. На следующий год оформите как мое поручение. Да. Вот там, чтобы высокий сделать заборчик, чтобы пацаны приходили играть. Заборчик есть, предусмотрен. И нормальное поле, и покрытие сделать. Единственное, вот та площадка, которая пока без пласта. Но сделать. Большая получается. Здесь сделали парковки, вот эти вот подрезали. Да, 4 дома, раз, два, 3-4 дома у нас вот в этом большом дворе. Асфальтирование, парковки, освещение, видеонаблюдение. Видеонаблюдение тоже вот установлено. Освещение, я вижу. Освещение, вот дополнительные светильники. Да, Ишимбайский наш, да. Полностью мы покупаем только свое. А ремонт подъездов здесь не заходили вот эти? Нет, здесь нет. Вот на Советской 64, когда мы планировали, там есть и башкирские дворики, и ремонт подъездов, где мы проводим. Проблемы были, Олег Ильич, по ремонту подъездов. Мы объезжали, подрядчик немножко ругали. Да. А здесь получается вот детская, да? А это жители сами бельевая оставили? Белье, да. Перекладину для белья. Они сами просят, да. Даже мы, когда хотели снять вот эти баскетбольные сетки, они сказали, ребята, это оставьте. То есть мы тоже протокольно оформили. Ну, на следующий год вот футбольная площадка, и в этом году, да, вот газон. А здесь что? Тут асфальтный? Здесь асфальтный. А в этом году уже тут асфальт? Асфальт. И по дорогам тоже заменили, да? Да, полностью. Вот товарный был 3 дня там у нас. Контейнеры поменяли там. А здесь дома-то старые, а подъезды у вас какого? Хорошие, хорошие, то есть если хорошие, тогда не надо. Ну, мы совещание с жителями провели, они сами выбрали, какие подъезды включатся на следующий год, и по башкирским дворикам такая ситуация. То есть только с учетом мнений населения. Мы сами здесь организуем, а актив сами голосует, как я вам докладывал. То есть здесь желание администрации, хотя нет, жильцы сами определяют. Можно вопрос? Я вот в этом дворе вырос. В каком? Вот в этом дворе. А где жили? А вот подъезд, вот на 3-м этаже, окна туда смотрят. Так что я специально приехал посмотреть. Здесь все было. Вот здесь у нас была хоккейная, мы здесь играли в хоккей обычно. Ну, вот сейчас получше стало. Вот. Так что специально заехал. И как чувство? Дома? Ради Фаритович, а можно вопрос? А содержать эти площадки кто будет сейчас? Управляющая компания. Уже передаете, да? Да, передаем. Нам вот этот компания принципиально должна содержать ради. они содержат и все, то есть уже пошло. Ну, существенная помощь, Олег Ильич, спасибо большое. Ну, вот это. Мы, доделайте вот это, сделайте. Силами жильцов управляющей компании не вытянули бы. Очень хороший, добротный, очень положительный отзыв. Хорошее дело. Нормально идет. Потому что жители не потянут такой ремонт, конечно, это. Но на следующий год вы уже знаете, какие дворы делать, да? Уже заявились. Заявились, в установленном порядке, все заявились, госэкспертизу проходим. Но мы до 25-го года должны во все дворы зайти. Так что хорошо было вот так вот. До свидания. Спасибо. Час главы. Встречей в этом формате традиционно заканчиваются рабочие поездки главы Башкортостана по районам. Значит, по итогам моей вот прошлогодней поездки нам поручили все выполнять, да? Хотим доложить. Так, они были.
Объясняешь сейчас. Все поручения отдельницы полностью. Значит, по Ишимбаю Кузьминовка, Елматы, отсыпка дорог, водоснабжение, газоснабжение. Мы вам сегодня докладываем. Значит, в этом году у нас еще 9 улиц. На следующий год будем планировать 10 выполнили. Газификацию мы полностью заканчиваем. Значит, на территории Кузьминовки также половину дорог отсыпали, оставляем на следующий год. Водопровод начали Кузьминовки. Газификацию предусмотрели на 2021 год через РАИП также. Нефтяники примерно такая ситуация. В общей сложности вот на ремонт и отсыпку дорог по этим 3 микрорайонам было выделено республиканских и муниципальных денег в размере 40 миллионов. Роддом какой стадии? Роддом контракт был подписан еще 1 июня этого года. 15 сентября он должен был сдать. Где-то процент выполненных работ где-то в районе 95. Следующее контрольное поручение было освещение. Освещение также устанавливаем по городу. Мы в этом году где-то на территории города, наверное, только установили почти на 15 миллионов. Значит, по экономической зоне, если говорить, мы с вами просто ждем решения. Да. Если бы состоится решение, вы готовы с резидентами? Рифач, резиденты ждут. То это, по сути, даст второе дыхание. Да, спасибо за поддержку. Если подвести небольшие итоги поездки в Ишимбайский район, у вас сейчас состоялся час главы. Да. Каковы результаты? Ну, мы просто посмотрели, как ход моих поручений по прошлому году идет. В принципе, все неплохо. Считаем, что это уже закрытая история. Мы посмотрели о перспективе развития Ишимбая. Это, опять же, в контексте все-таки нашей перспективы особой экономической зоны, развития экономики, малого бизнеса. Ну и, конечно, Ишимбай требует такого внимания со стороны благоустройства, от комфортной среды благоустройства. Поэтому посмотрели перспективу благоустройства 2 парков, парка и площади, ремонта подъездов, ремонта дворов. В общем, ну и, конечно, в целом система жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому такая рабочая вполне поездка. Все неплохо. Ну, такое пристальное внимание не только к Ишимбайскому району. Нет, конечно. У меня на следующей неделе уже 2 поездки в районы. Едем дальше. Спасибо.